Свобода народам, свобода человеку. На Ровенщине вспомнили создание фронта антикремлевской агрессии и отметили 73-ю годовщину первой конференции порабощенных народов Восточной Европы и Азии. Она проходила в селе Будараш Ровенской области в 1943 году. Там были созданы основы антибольшевистского блока народов, которые актуальны и сейчас. Под звуки повстанческих песен в селе Будараш Ровненской области собираются участники конференции, посвященной историческому событию. В 1943 году здесь 39 делегатов провели первую конференцию порабощенных народов Восточной Европы и Азии. Представители 12 национальностей приняли воззвание о совместной борьбе против сталинского и гитлеровского режимов. В память о том событии в селе установили памятный знак. В музее местной школы этому событию посвящен стенд. На нем редкие фотографии участников. В центре этого фото полковник УПА Ростислав Волошин. Он вел эту конференцию. Его внук приехал на юбилейную встречу, чтобы продолжить дело деда. У мене таке відчуття, що те, що було в 43-му році, воно зараз стоїть перед нами, тому що той самий агресор, та сама збройна боротьба не тільки українського народу, а й кримсько-татарського народу. І якщо ми не зупинимо ту навалу, то я думаю, що вони доберуться і до Європи. Конференция порабощенных народов стала основой антибольшевистского блока народов. АБН был создан в 1946 году и боролся против всех большевистских и коммунистических режимов. В конце 90-х казалось, что АБН свою задачу выполнил. События 2014 года в Украине показали, что блок был предпосылкой к созданию фронта против кремлевской агрессии. Мабуть, ми чітко маємо говорити до всього світу і до всіх народів, яких поневолювала і поневолює Росія, а вона мало чим змінила. На заміну сталінському прийшов путінський шовінізм. Ми маємо говорити всім, Україна бореться і Україна готова разом з вами боротися проти спільного ворога. Те, що заклали наші представники багато років тому, воно має бути доведено до кінця. У мене немає жодних сумнівів, що ми дійдемо до кінця. І дійсно всі наші народи, вони будуть вільні в своєму виборі, в своєму житті. Участники конференции приняли свое воззвание и возложили цветы к пантеону славы воинов УПА, погибших в бою с войсками НКВД. Роман Спиридонов, Эдем Сейдалиев, Заман, АТР.